Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларым. Здравствуйте, уважаемые зрители и сценармисыз, құрметті жамағат. Дар воображения — великая сила. Великая вещь. Вчера вот мне с пылу с жару, как говорится, прислали фотографии и несколько видео коротких о том, как в нашем селе в мечети садака провели. Вы, люди догадливые, сопоставляя события, поймете, в связи с чем. Вот с каким трендом в умах и настроениях людей связан садака этот. Мне звонила одноклассница Гульджамал, большой ей привет, Худай день саулық берсін, и пригласила. Я говорю, да тут до Оренбурга только 12 часов надо ехать, и обратно 12, и еще до райцентра, еще села. Это больше суток в дороге. Ну, она благоразумно согласилась. А потом прислала мне кучу фоток и короткие видео. Я посмотрел, я поставил там парочку. Третий я еще буду консультироваться, выяснять. Потом, может, и третий появится. И одно из них 2500 за неполные сутки собрало просмотров это видео. Что говорит о большом интересе к этой стороне жизни наших народов. Выходя из дома, я задумался вот о чем. Когда судно терпит кораблекрушение и шторм ли на море, или что там, в общем, на риф или нарвал судно, дно пробито и прочее, когда эвакуация идет, и люди садятся на лодки и гребут дружно, вне различия от возраста, пола, социального положения, национальности, вероисповедания. Вот наше село сейчас не лучшие времена переживает. Если бы я не был летом там, не испытал горечь от того, что наш когда-то, знаете, некогда я в самом младенчестве, когда был, то это часть так называемой исторически сложившейся татарский край представлял собой мощный так комплекс, там контора, там магазины, еще дореволюционные от купцов оставшиеся. Судя по тому, что на татарском краю, значит, надо полагать большей части, если не абсолютное большинство татарских купцов. Так, что там еще? Много, в общем-то. Каменная мечеть, ну, она не работала, там склад был. Очень много построек там из красного кирпича. Их поразбирали. Спасибо Сергееву, он еще нашу школу сохраняет. Я надеюсь, он и в дальнейшем побережет память эту историческую. Наши деды, где отцы учились в этих школах. Один приехал с Кавказа, и я начал фотографировать, он мне запретил, а, дескать, это у меня, это наш спортзал, там был школа, кирпичное здание, под видом того, что там трещина, никакой трещины не было, он просто уезжал из села и не мог продать здание, и под видом того, что трещины якобы разобрал на кирпичи и продал. Но человек не из нашего села, чувство патриотизма не свойственно ему. Вот, и в отличие от родившегося и выросшего, и сидевшего даже в этих стенах, оказывается, его родственник кто-то, то ли сын, кажется, говорил. Я не буду называть, в какой службе занят он.
летом мне сказал, да, говорит, папа здесь несколько классов учился. Так вот, когда люди, чтобы спастись, гребут, и слаженное их действие, отсутствие разногласий, уважение друг к другу, желание помочь друг другу, поддержать друг другу, это как раз способствует тому, что они все выживают. Сейчас вот, к сожалению, село родное действительно на Татарском краю единственное, это что-то осталось, это каменная мечеть. Это вообще уникальное здание, скажем, объект уникальный, потому что во всем районе Соль-Илецком и даже в соседних районах, наверное, не в каждом селе, далеко не в каждом селе, где проживают мусульмане, казахи, татары, вы найдете такой каменный храм, который построил, вот в частности в нашем селе, один из 3 братьев миллионеров, купец первой гильдии Ахмедбай Хусаинов. Так вот, сейчас аналогичная ситуация, когда люди разных национальностей даже и вероисповеданий, ну в основном, конечно, у нас казахи, татары нашего села, объединившись, собираются совместно, то у одного кого-то по поводу какого-то события в гостях дома, то на этот раз вот они в мечети собрались. К сожалению, у меня нет возможности показывать. У меня раньше, когда был у меня видеоредактор ютубовский замечательный, я мог спокойненько все это сделать. Сейчас они отменили все это, а потом через какое-то время снова возобновили. Ну, я не стал связываться. Иной раз сидишь, паришься, мучаешься, делаешь видео, а народу мало смотрит. И думаешь, да ради чего стараться? Так вот, благодаря дару воображения, о котором я вначале сказал, я себя вчера воочию как бы представил, как я сижу там, ибо я летом постоянно там, почти каждый день там в мечети находился. Каждый день. И вот представил себе, что я там нахожусь. И когда я включил записи, короткие видео, я ощутил себя среди них, атмосферу представил. И испытал какой-то восторг внутренний от того, что наши односельчане, несмотря на такие непростые времена, встречаются там, проводят такое мероприятие. До этого, я помню, аналогично было в столовой села, когда там саркат был после свадьбы, и казахи, в основном казахи, да, собрались как раз. И это было в 2012 году. И я помню книгу, которую они у меня в лед разобрали, эту книгу, потому что там много было посвящено казахам, о том, какую роль они огромную сыграли, во всяком случае, до основания села и после там как-то это. А все-таки места-то, я думаю, что историческая память – великая вещь. Когда татар там переселили, русские, обрусевшие украинцы, и там мордва обрусевшие переехали. Если бы не был татар, я не думаю, что все камни бы сохранились. А все-таки татары мусульмане, вы знаете, да? Поэтому. А потом уже после революции наше село, как и в соседние села, потянулись казахи из близлежащей округи. Этим же, кстати, объясняется, почему вот казачьи поселения, станицы бывшие, Буранные, там, Новоилецк, ну, может, не настолько вот,
Леневка, Ветлянка, изобильно особенно. Они состояли, за исключением той же Леневки, где 60% татар было, и там мечеть была, и церковь была, площадь была, и казачья станица была. В основном состояли из русских, хотя казаки, там читаешь Шолохова, они себя считали отдельной нацией, этносом, а не субэтносом каким-то, и тем более не социальным сословием каким-то. Вот. И что хочу сказать. Казахи сейчас там довольно широко представлены в этих селах, проводят свои праздники. Но знаете, мы все-таки родились, выросли в этом селе, кто в родном селе Покровка. Для нас, например, взять любого из нас, несмотря на этнические, конфессиональные различия, мы ощущаем единство, близость какой-то, вот в отличие от, ну, там, положим, соседние села. Историческая память такая вещь, знаете, она не стирается. Вот. Я думал только по воспоминаниям нашей матери, там казаки за 20 километров от нашего села, станица изобильная, они позволяли себе, мягко выражаясь, высокомерное отношение, а по сути даже порой любили нагайкой угостить тех, кто собирал хворост за Илеком. Сейчас это за Илеком, из-за того, что Илек прибыл все ближе, за Илеком там много лесов. Это наша территория, там километров на сколько-то там даже обозначен знак совхоз южный написано. А тогда видно все-таки Илек был подальше. И мне даже вот из казачьего поселения этого Молчанов, 96 лет, очень толерантный, среди казахов вырос. Мы с ним общались как давние знакомые. К сожалению, это была первая и последняя, и единственная наша встреча. Он очень тепло отзывался о казахах. А нашел я и пришел к нему в гости, чтобы порасспросить о том, как жили немцы, потому что у него, у дедушки этого Молчана, он недавно вот до этого книгу выпустил. Вот. Он там, когда был председателем колхоза, что ли, у него главным бухгалтером работал немец из хутора Романовка в 8 километрах южнее нашего родного села, основано по реформе Петра Аркадьевича Столыпина. Их переселили, немцев, с Волгоградской, оказывается, области, из Сарепты. Ну вот, и он как раз рассказывал мне об этом и заодно о казахах. Жил среди них в Изобильном, очень тепло о них отзывался. И он даже книгу написал, там, правда, он про свою Леневку написал. Подарил мне книгу, но я ему говорю, я сам книги подписываю какие-то и знаю, какой тяжкий труд. Я отказался от его предложения, значит, в дар принять книгу. Заплатил хорошо. Он на радостях. Ну как, перед бабушкой надо себя почувствовать своей там супругой, насколько он значительно, видите, книгу у него купили. Это, мне кажется, чисто морально для него была сильная поддержка. Когда он, боясь, что я человек издалека, не захочу купить, вот, он мне сам ее подарил, а я все-таки заплатил ему. Он бабушку послал в магазин свою, а та говорит, дети уже скоро приедут из Оренбурга. Дети, так его не волновало, что дети приедут. Он настолько увлекся рассказами, в том числе о казахах, о том, как они дружно жили. Вот как-то там казаки и казахи, короче. Я же рассказывал, что вот когда мы в райцентр ехали, у нас садились через 20 километров, там 60 километров до райцентра, и по дороге у нас там казачий пояс, мы за Илек выезжаем на север, в сторону Оренбурга, в сторону Илецка. Приезжаем там через полчаса вот в это самый аул,
станица бывшая. И наши там, из нашего села парни взрослые уже подкалывали все время там. Или между собой шутили, или подкалывали севших там жителей села. А, как сказать, вспоминая или намекая, или, в общем, с учетом того, что когда-то здесь красные казаки и белоказаки враждовали, воевали. Недалеко там совсем от села упокоился Цвилинг, то ли председатель, как-то исполком, или как там вот выборная власть была. То ли в 18 году, говорили, его заманили в церковь попы, с хлебом солью встретили, а там, дескать, засада ждала, что-то так, не знаю что. Вот, к сожалению, у дедушки этого Молчанова там этого нет подробнейше. Хотя, конечно, память-то должна была сохраниться у казаков. А может быть, там белоказаков-то всех вывезли, истребили или что, поэтому некому было передавать. Так вот, хочу сказать, у нас, в отличие от того, что, допустим, других сел, у них там другой менталитет совершенно. Совершенно менталитет другой. И когда, я уже рассказывал, я когда ездил туда и видел, что там у них женщины замужем идут в клуб без мужей. У нас в нашем селе такое не принято. Девушка вышла замуж или парень женился, он только с женой может сходить на какой-то праздник. И все. А так нет. А у них это в порядке вещей. Ну, а потом, когда вот с одним из станицы разговорились с парнем, вот он говорит, так, мол, и так. Когда там что-то кому-то кто-то насолил, они у нас в селе, это, знаете, глаза закрывают там, на всякие там ходят некоторые социально, скажем так, как бы асоциальные немножко элементы наши местные, и подворовывают у кого-то там картошку или еще что-то, и по силу распродают, и другие покупают, а еще там что-то натворят. С ними обычно никогда отношения так в жесткой форме не выясняют, их не наказывают жестко, не мстят. Хотя, конечно, я вот, будучи директором Дома культуры, знаю наших земляков, там ездил я с библиотекарем, она флаг вывешивала, победительство соревнования в бригаде там на полевом стане, а я, значит, писал стенгазету, там такую молнию оформлял. И пока ходил из Одессы, мне брат привез очки, себе привез, правда, я это надел, кто-то стащил, а все дружно молчали и злорадствовали. Всякие люди есть. Но чтобы мстить, у нас нет. И вот этот товарищ из станицы такой говорит, или Новоилецк, или Леневка, он говорит, а у нас вот идут и стога сена жгут друг другу. Я говорю, надо же вы какие суровые, однако. Вот. Какие-то вот мстительные, не скажу, но во всяком случае суровые у вас наказания. Однако, может быть, еще что-то. А у нас нет вот. У нас гражданское население, там казачье сословие. Они не церемонятся. Если они со своими не церемонятся, то чего ж там спрашивать с тех, кто там, допустим, вот приехал или на их территории как бы собирает хворост. Смешно, конечно. Хворост собирает, а они, значит, вот нагайкой угощает. За то, что, дескать, мужичье это покусилось на их все это богатство. И у нас вот ментальность другая, наши села, и там Троиц, конечно, все уже, можно сказать. Была Ивановка, где-то, наверное, 30, что ли, домов было. Осталось всего 2 человека в этом селе. Была начальная школа при СССР, ее нету. Потом начальной почти стала школа в этой самой школе в селе Троицк. Сейчас там когда-то 600 человек было, сельский совет почти был. Сейчас, к сожалению, там нет ничего. 30 домов осталось, крыши поснимали.
Хотя вот я в интернете видел, с какой там, ну не скажу помпа, громко сказано, просто торжественно отмечали 110-летие, что ли, со дня основания, или 115-летие. Так, они где-то, если в 8 году, наверное, 110-летие основания села, может быть, да, Троицк там. На Троицу прибыли они туда. И поэтому назвали Троицк. Я уже рассказывал о том, что ошибочно считает наше село Покровка, дескать, на Покров прибыли. Я говорю, логически совсем не клеится, потому что в середине октября, где они, в Суслиных норах, что ли, ночевать будут? На Троицу, да. Начало лета как раз. Конец мая, начало июня там где-то. Это можно понять, на Троицу, да. Прибыли они. А на Покров нет. Там я уже сказал, что церковь в 7 году. Раньше Жеремкалинский базар назывался. Раньше, значит, там до этого недалеко казахское было становище, это бая казахского. Вот, Кызыл-Юрт по дому красному такому. Я уже рассказывал о том, что вот Куги там, значит, тоже на рынке, на базаре татарин, купец привез деревянный дом, у него казахский бай купил, наверное, с котом заплатил, а татарин наварился, конечно. И вот этот Куги, в честь этого дома назвали Куги, то есть зеленый, кок-чай, обратите внимание. Вот, и что хочу сказать. Церковь, говорил, уже в 7 году. В 3 году мечеть каменную построили. Представьте себе, церковь деревянную. Когда она уже, роль клуба с 30 по 75 год до конца года исполняла. Потом Дом культуры построили, наконец-то. И церковь потом в 77 году где-то летом разрушили деревянную. А каменная мечеть так и осталась, каменная мечеть. И вот там собираются наши земляки, и даже мне говорили, что помогали там активно православные. И у нас это нормально считается. Разных вероисповеданий люди собираются там. И потому что у них есть право какое-то. Они когда-то, мечеть, когда в начале 90-х, что ли, в конце 80-х начали восстанавливать, тогда они своих премий отдали, не пожалели. Православные там русские, мордва, украинцы, крещеные татары. И поэтому, естественно, вот когда проходит какое-то там мероприятие, на этот раз, наверное, сидели там тоже православные. Они, говорят, активно помогали. И во дворе там готовили, там фотографии прислали мне, как во дворе готовили, как все дружно прошло у них там, согласно, согласовано все, с уважением, как говорится, друг к другу. Это замечательный пример того, как у нас проживающие на одной территории люди способны вместе проводить какие-то мероприятия. Это только, знаете, внешняя сторона, а внутренняя то, что согласие. Это потому что когда социальная обстановка, скажем, как еще у нас, кроме социального, вот это, ну, социально именно вот в финансовом, материальном плане не лучшим образом начинают жить люди, не хватает там пенсий, доходов нет, и люди зачастую, они, как сказать, срываются, они бывают как-то неадекватно реагируют на какие-то раздражители, а тут все-таки они с достоинством переносят все эти проблемы, тяготы финансовые и сохраняют традиции, которые были заложены еще до революции при царском правительстве, когда вот именно по решению царского правительства и местной администрации построили там школу, так называемую русско-киргизскую школу. Вот, и там учились дети. Кирпичная. Ну, и еще хотел бы как-то отдельно сказать об этой школе. Я в разрезе того, как у нас советская власть была богата, в кавычках. Это 2-3 слова скажу, и, наверное, завершать надо. Хочу сказать, что школу у нас построили в 70-м году, и то старые кирпичные кладки школы на татарском краю села.
А у нее широкие коридоры, там линейки проходили из кирпича. А тут из бетона и узкие коридоры, страшные просто. Вот. Единственное, да, там печки были полукруглые, такие металлические, топили их в этой старой школе. А в новой школе батареи центрального отопления были. Вот и все, пожалуй. А туалеты и на улице. Так что из-за батареи центрального отопления, что ли? Нет, тогда некто был Горбань, директор. Он заложил основы, скажем так, нового центра и так называемые новостройки. И туда народ потянулся, начали целые улицы строить. И постепенно все-таки на Татарском краю много землянок, и они захерели и незаметно стерлись с лица земли. Вот. Но часть домов осталась, представляет собой несколько таких хуторов. И единственное, что все скрепляет и сохраняет надежду на возрождение этой части села, или хотя бы всего села, это каменная мечеть, в которой все дружно собираются. И я хотел, пользуясь случаем, нам смотреть будут что-то, потому что вчера 2500 посмотрело, кто-то, наверное, и это видео посмотрит мое. И хотел от души поблагодарить их, от всего сердца, за то, что они молодцы, а они умеют, раньше бы вы говорили в детстве, дружить. Да, по сути, это уже затертые слова, к сожалению, а умеют согласованно выживать, сохранять уважение друг к другу и отправлять религиозные вот эти вот традиции, и в то же время не делят друг друга ни по каким категориям, ни по этническим, ни по конфессиональным, ни по полувозрастным, никаким, а знают, что им суждено на этом островке жить, который действительно по весне 2 месяца островком становится. И эти люди, им свойственна мудрость, которая им диктует требования. Терпеть друг друга, уважать друг друга, помогать друг другу и вместе трудиться, и вместе отдыхать, и вместе проводить какие-то мероприятия. Ну все, спасибо. Я надеюсь к этой теме еще вернуться, более шире как-то развернуть. А пока у меня время заканчивается. Я пришел куда мне надо. Всего доброго. Кудай день салух берсин, рахмат, до свидания, спасибо.